Победу Башкортостана в правительственном конкурсе и создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также Международной недели бизнеса в Уфе обсудим прямо сейчас с руководителем администрации главы Башкортостана Александром Сидякиным. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли на интервью. Давайте начнем с победы в правительственном конкурсе. Поздравляем. Во-первых, вас, как вы считаете, что стало залогом того, что удалось одержать победу? Упорство, с которым мы готовили нашу заявку. 1,5 года. Да, 1,5 года. Все-таки президент страны определил, что будет 15 научно-образовательных центров в стране. И первый конкурс прошел, прямо скажу, мимо нас. Мы там в последний момент проснулись, поняли, что что-то происходит, но уже было поздно. 5 других регионов получило этот статус, это было 1,5 года назад, и именно это, я считаю, точкой отсчета нашей работы. 1,5 года назад мы собрались и попытались впервые поговорить с руководителями наших вузов, академического сообщества, руководителями предприятий, что мы хотим друг от друга. И в первое время диалог не получался от слова совсем. Бизнес говорил, а что они могут вообще? У нас тут свои неокры, свои программы и деньги, которые мы на них тратим. А вузы говорили, пусть они скажут, что они хотят. И это был диалог слепого с глухим, то есть не было общих точек соприкосновения. За эти 1,5 года мы смогли отстроить очень хорошую гармоничную систему отношений, при котором участники НОЦа, которые представляют реальный сектор экономики, понимают, что они хотят от науки. Наука понимает ориентиры, по которым она может двигаться, и самое главное, наука понимает, как они могут коммерциализировать то, чем занимаются. Потому что критерием успеха любой научной организации или образовательной является коммерциализация их деятельности. Когда ты получаешь на выходе какой-то, даже может быть, IPO своих продуктов. Поэтому эта площадка, это крутая история для нас, потому что 6 вузов республики, Уфимский научный центр, Академия наук, наша Академия наук Республики Башкортостан, Ростех, Интеррао, Башнефть, УГМК, все это участники НОЦа. Плюс ко всему участник нашего научно-образовательного центра мирового уровня Сколковский институт науки и технологий. Это уникальное его членство в составе НОЦа, он больше нигде в консорциуме с другими регионами не представлен. А это на сегодняшний день самый продвинутый и крутой с точки зрения технологической оснащенности, с точки зрения лабораторий университет. 50 человек на место, там конкурс, там преподавание на английском, и они стали нашими партнерами. Это позволит нам использовать их лаборатории для исследований, позволит нашим студентам магистратуру брать, аспирантуру брать. Но это сразу завышенная планка и завышенные возможности. И вот 1,5 года мы этим занимались, понимали, что будет дичайшая конкуренция. Только заявок было подано 20. Причем мы соревновались не только с нашими соседями. Мы соревновались с консорциумами регионов, где по 6 регионов объединялись, только чтобы им дали за это дополнительные баллы. Питер, Ростов, Калининград, Дальний Восток. Это все федеральные университеты, чтобы вы понимали. И нам пришлось с ними соревноваться. И 5 заявок, которые победили, 3 из них межрегиональные. В Самаре это 6 регионов, которые объединены вокруг. За это давали дополнительные баллы, поэтому Уральский НОЦ это 3 региона. Арктический НОЦ это 3 региона. Но и всего лишь 2 региона, которые самостоятельно, мы и Тульский НОЦ. Но Тульский НОЦ, он оружейный НОЦ, и он тоже нужен геополитически для страны. То есть фактически из такого монорегионального мы единственные, кто выиграл. Это очень крутая штука. И Евразийский НОЦ, мы, в общем, единственный НОЦ из всех, кто изначально развернулся в подходах своих к международному сотрудничеству. Вот как раз, кстати, цифры хотела озвучить. Турпоток плюс 750 тысяч гостей. Студенческий кампус предусматривает плюс до 10 тысяч иностранных студентов. По вложениям до 40 миллиардов рублей к 2024 году. А как все это будет проходить поэтапно? 40 миллиардов мы расписали уже. Это вложение участников НОЦа. Я их перечислил уже. Это да. И Ростех, и Роснефть, и Башнефть, и Интеррао. Это в том числе внебюджетные средства.
это республиканские деньги и это федеральные деньги. Что зачем будет идти, Александр Геннадьевич? А все будет вместе идти. Нам будет даваться грант нашей управляющей компании НОЦ из федеральных денег, и деньги мы будем учитывать, которые будут вкладываться участниками нашими на научно-исследовательские работы, на строительство кампуса того же самого. Все это деньги. Они предполагается, что мы берем на себя обязательство 40 миллиардов потратить. Но наша, в том числе и одна из наших целей – это расширение экспорта образования и экспорта науки. Мы сейчас, скажу честно, в республике научные свои достижения экспортируем крайне мало. Мы хотим в 3 раза расширить к 2024 году экспорт наших научных достижений. Но и по экспорту образования у нас вот на сегодняшний день где-то 10 тысяч иногородних студентов учатся, примерно 4,5 из них иностранцы. Очень много казахстанцев, очень много в медицинском университете, исторически сложившиеся, там Ангола, Индия и так далее. 2500 это медицинские студенты, медицинский университет, и где-то 1400 это нефтяной университет. Так вот, наша задача расширить количество иностранных студентов до 10 тысяч. Это в 2 раза. Это очень амбициозная задача. Мы хотим, чтобы это были лучшие студенты, чтобы они остались работать потом на нашу экономику. И для этого все они в один голос говорят, что не хватает мест, где бы они спокойно себя чувствовали, проживали. Поэтому у нас появится межвузовский студенческий кампус недалеко от Демы, в Забелье, на той стороне реки Белая. И мы выделили под это дело 15 гектаров уже, и, возможно, добавим еще 10. И уже дали деньги на проектирование, и проектирование началось. Тут самое сложное было, с чего начать, что мы хотим. То есть это только кампуса, где будут жить студенты, или это должны быть хорошие дома и жилье для профессоров и преподавателей из иностранных государств, в том числе, чтобы они там комфортно себя чувствовали, или это еще должны быть и места для совместного занятий спортом, игры в футбол, это лаборатории, где можно там что-то вместе похимичить, понимаете, опыты поделать. Вот мы все это хотим объединить вот в этом большом центре. Это будет пространство для проведения конференций, лекций, образовательных каких-то событий. И мы планируем, что это будет очень-очень интересная площадка. Таких площадок всего на сегодняшний день 5 в России, которые сейчас проектируются и проектируются именно в таком объеме, как межвузовский кампус, предназначенный для проведения совместных исследований, работы, занятий спортом, учебы и, естественно, образовательных процессов. Мы понимаем, что это даст толчок и науке, и всей экономике в целом, а вот простые жители смогут почувствовать на себе вот это открытие? Ну, во-первых, студенты – это тоже простые жители, и преподаватели – это тоже простые жители, поэтому как вы эту категорию отдельно выделяете, кого вы имеете в виду, тогда скажите мне. Значит, я считаю, что это все делается для наших, в том числе, абитуриентов потенциальных, студентов, работников учебных заведений, академиков, работников предприятий, которые являются, как вы сказали, обычными людьми, которые работают на своих предприятиях, и повышение стоимости этого предприятия, это увеличение заработной платы, это дополнительные гарантии, это возможность получения дополнительных налогов, а на эти налоги мы можем строить и соцобъекты и так далее. Поэтому, конечно, все это связано. Мы предполагаем, что НОЦ – это такая новая точка роста, в том числе в экономике нашей, которая довольно сильно завязана на добычу полезных ископаемых, углеводородов. И где, как ни в науке, ни в образовании, нам искать дополнительные точки развития вот таких интересных, не связанных с сырьем непосредственно отраслей экономики. Поэтому, конечно, связано. И напрямую, и опосредованно. И с обычными, и с необычными жителями нашей республики. Спасибо. Давайте перейдем к Международной неделе бизнеса в Уфе. Сегодня многие участники отмечали, что в Башкортостане едва ли не единственный регион, где это возможно. Проведение таких форумов, и участники благодарили за проведение гибридного формата, когда и офлайн, и в режиме виртуальном можно было пообщаться. Почему это важно для Башкортостана, проведение таких форумов? Но у нас высокая конкуренция не только в мировых масштабах, но и высокая межрегиональная конкуренция. Понятно, что мы все являемся частью одной большой страны и работаем в том числе на укрепление ее авторитета, но внутри этой страны мы соревнуемся друг с другом. Нам абсолютно не дают дремать соседи наши, ни на западе, ни на востоке, ни на севере. Это очень сильные регионы со своей повесткой, со своими возможностями
привлечения инвестиций. Поэтому это борьба за внимание, борьба за инвестиции, борьба за комфорт ведения бизнеса здесь. И важной составляющей вот этих конкурентных историй является проведение в том числе вот таких форматов, где гости форума, люди, которые наблюдают за нами в онлайн-формате, имеют возможность посмотреть и пощупать, убедиться вот в комфортности ведения здесь не только форумных позиций, но и ведения любого бизнеса. Крайне важно посмотреть, что из себя представляет лицо региона, как мы можем организовывать большие мероприятия и делать это очень комфортно в условиях пандемии. Мы не первый форум проводим в условиях эпидемии, мы проводили урбанистический форум здесь, мы проводили первый онлайн-форум, когда только-только первая волна еще завершалась. И сегодняшний формат – это, конечно, вызов для нас всех, это необходимость строгого соблюдения дистанции, в частности, маски носить, соблюдать. У нас очень-очень все четко здесь выверено. Вот за моей спиной вы видите, что все довольно жестко и соблюдается, все в масках, и Роспотребнадзор здесь присутствует. Мы доказываем, что мы можем делать сложные форматы в сложных условиях для людей. И поскольку сейчас дефицит таких форматов, естественно, это наше конкурентное преимущество, с которым мы выходим. Поддержка бизнеса и экономики в условиях пандемии коронавируса. Есть ли диалог власти и вот бизнеса, предпринимательства? Вы знаете, мы, наверное, чуть ли не единственный регион, который вообще полный локдаун не делал даже в первую волну. Мы оставляли возможность для работы большинства наших промышленных предприятий, не закрывали рестораны. Почему такая позиция? Потому что это наш бизнес, это наш малый и средний бизнес. И 3 пакета мер поддержки, которые мы сформировали для наших предпринимателей, уникальный опыт. И руководитель агентства стратегических исследований это подтверждал, и Министерство экономического развития, что такого объема и такой разноплановости мер не предложил ни один другой регион. И, конечно, мы и налоги даем возможность не все платить, и усеченные оплаты по арендным платежам, и очень-очень комфортный льготный режим в части получения дополнительных субсидий и грантов. Но это все мы делаем на фоне того, что мы жестко не перекрываем кислород ни одному виду бизнеса. Вот сейчас запрещено, на мой взгляд, вот, если на память позволить, только, по-моему, у нас ночные клубы не работают. Ну и ограничения по количеству людей пребывания. А так работают и театры, и кинотеатры, и спортивные состязания проводятся, и рестораны, как я уже сказал. И мы считаем, что у нас для этого есть эпидемиологические показатели, на которые мы, безусловно, ориентируемся. Александр Геннадьевич, главные итоги 2020 года еще будут позднее объявлены, но тем не менее, на ваш взгляд, что главное в Башкортостане по итогам 2020 года может быть? Я такого года не помню вообще на своей памяти. Может, вы помните в зрелой памяти. Да? Я думаю, что это худший год с точки зрения нашего просто социального даже самочувствия, потому что люди устали. Устали от того, что появились новые ограничения коронавирусные, необходимость держаться на расстоянии, мыть руки, маски. То есть это непривычные ограничения, которые нас сковывают. А любая скованность, любые ограничения, они ведут к тому, что настроение твое от этого не улучшается. Плюс ко всему, очень много почувствовали людей снижение достатка своего в силу того, что предприятия не на полную силу многие работают, и экономическая активность, безусловно, снижена. Поэтому, конечно, если поставить оценку этому году, я бы не поставил ее как выше. Но в то же время мы в республике показали, что власть всегда будет стоять и помогать плечом к плечу при всех невзгодах, будет помогать предпринимателям, бизнесменам, малому, крупному, среднему бизнесу, будет помогать своим гражданам, в какой бы ситуации мы тяжелой ни оказались. Мы научились строить за 55 дней шикарные госпитали. Целых 2. Да, даже 2 госпиталя мы построили. Вчера в Стерлитамаке были буквально, уже готов он к приему пациентов в Стерлитамакский госпиталь. Мы научились принимать очень молниеносно быстрые, выверенные решения. Мы научились работать в цифровых форматах, и в этом смысле цифровизация, которая пришла в жизнь людей, которые никогда до этого с ней не сталкивались, это тоже большой скачок вперед. Скачок для образования, для развития
и конкуренции в части торговли розничной. И мы научились это делать, и это тоже здорово. И при этих историях, при мировых падениях, при сокращении добычи нашей нефти, мы умудрились сбалансировать наш бюджет. Мы получили доходов в бюджете в итоге, ну пусть хоть от федерации, но больше, чем планировали. В итоге мы закрыли все свои фактические обязательства по доходам. И социальная, самая главная составляющая Социальную осталась. составляющую мы никуда не дели. Да. Более того, мы огромные пакеты, еще раз повторяю, 30-миллиардный пакет мер поддержки на Первые два и плюс на 18 третий пакет. третий пакет на 18, он еще до конца не реализован, но 30 уже мы в экономику запустили. Мы не останавливались по темпам развития наших дорог, наших школ, реализации национальных проектов, детские садики, увеличивается количество субъектов МСП. То есть, в принципе, несмотря на общее снижение мировое, российское, мы довольно неплохо двигаемся, и у нас и прирост по инвестициям и так далее. Это большая заслуга команды Хабирова, команды Ради Фаридовича, под началом которого объединились самые разные люди. И, вы знаете, и я, и премьер наш, мы в общем, сменили место работы, приехали работать. И я вам хочу сказать, что, наверное, ни один другой человек бы не смог собрать такую команду в такие короткие сроки, которая так эффективно может работать по самым разным направлениям. Но у нас большие планы у республики, поэтому У нас большие желаем... планы, у нас есть указ наш пресловутый 309 у Ради Фаридовича, мы никуда не делся, он никакая пандемия его не остановит, мы сделаем все, что мы запланировали. Желаем удачи, будем Да. следить за новостями. Спасибо большое, Спасибо. Александр Геннадьевич. Это была программа «Интервью». Мы работаем в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. С нами был руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сизякин.